Жатва озимых в самом разгаре. В ГУПе «Беркут» собирают ячмень на площади 100 гектаров. Средняя урожайность ожидается 32 центнера с гектара. Площадь сельскохозяйственных угодий более 2000 гектаров, в том числе пашни свыше 1000 гектаров. Под урожай в этом году посеяно 350 гектаров озимых зерновых. Мурат Умаров, комбайнер со стажем, более 30 лет посвятил этой профессии. Он, можно сказать, продолжает дело отца. Работа нелегкая, но любимая. Сразу после уборки ячменя аграрии приступят к жатве озимой пшеницы на площади 250 гектаров. Ожидаемая урожайность 35 центнеров с гектара. И следом у нас идет скирдование соломы, в смысле не скирдование, прессование, и закладываем для овец. Бригаде для рабочих и возим туда кошару, заготовки. Одновременно идет заготовка грубых кормов. Из-за дождливого лета уборку проводят в сжатые сроки. Справиться со всем объемом работы планируют чуть ли не за 10 дней. Каждую минуту, каждое хозяйство старается использовать уборочник, а не каждую минуту, чтобы не было простоя. Соляр, горюче-смазочный материал у нас достаточно есть, техника есть, люди есть. Дожди для посевов не так опасны, если речь не идет о нескончаемых ливнях, которые в прошлом месяце стали частым явлением в регионе. Из-за этого верхних плодородных слоев в некоторых хозяйствах смыло. В ГУПе «Беркут» такой проблемы хоть и не возникло, но пострадали другие районы республики. И особенно у нас и Назрановский район, и часть Малгобекского района, Сунжицкий повлияли. Были сносы земельного верхнего плодородного слоя. Мы же видим, переувлажнение у нас сильно было. Повлияли дожди. Комиссия выезжала, и сейчас работает комиссия, считает ущерб, который нанес эти дожди. Был уже град прошел, и сильные ливневые дожди прошли. Подсчитываем ущерб. Несмотря на это, по предварительным прогнозам специалистов, урожай в этом году ожидается неплохой. У нас в прошлом году тоже было до 35 центнеров. Я думаю, в этом году тоже такая же урожайность, если не выше, меньше не будет. Итоги пока подводить рано. Оценить урожайность можно будет после завершения уборки. А до этого аграриям предстоит потрудиться. Зелимхан Калоев, Джамал Султыгов, Новости 24.